Для того, чтобы как можно поскорее спровоцировать обострение конфликта, в конце октября 1992 года на территории пригородного района Северной Осетии с дозволения тогдашнего осетинского руководства происходили убийства лиц ингушской национальности. К примеру, в селе Октябрьское осетинским БТРом была задавлена 13-летняя школьница Мадина Гадабуаршова. Вечером 30 октября начался обстрел из крупнокалиберных пулеметов в селах Камбелеевка и Октябрьское. И лишь после этого ингуши, прибывшие на территорию пригородного района с Ингушетией для урегулирования ситуации, вооруженные максимум стрелковым оружием, напали не на мирное осетинское население, а на пост ГАИ и на поселковое отделение милиции, в надежде остановить беспредел по отношению к пригородненским ингушам. Это была не агрессия, а лишь подмога попавшим в беду жителям пригородного района ингушской национальности. Ингушам не было смысла нападать на пригородный район с целью захватить его, ведь по закону о реабилитации репрессированных народов, который не был исполнен должным образом, из-за противодействий осетинских властей, пригородный район и так должен был перейти под юрисдикцию Ингушетии без единого выстрела. Вообще, этот конфликт был выгоден тогдашнему президенту России Борису Ельцину. Борису Николаевичу Ельцину этот конфликт нужен был для того, чтобы втянуть в войну, объявившую тогда независимость Чечню. Расчет был такой: ингуши и осетины начинают воевать между собой, и объявившая тогда независимость Чечня вмешивается в этот конфликт с целью оказать военную помощь братскому ингушскому народу. Рассчитывая на такой ход событий, Россия должна была обвинить независимую Чеченскую республику Ичкерия в иностранной агрессии, и впоследствии Россия должна была вторгнуться в Чечню, потому что был повод. Но замысел тогдашней власти Кремля не удался. Президент независимой Ичкерии Джохар Дудаев понял, к чему может привести подмога ингушам, и поэтому объявил о своем нейтралитете.